Доброго времени суток, дорогие телезрители. Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня мы находимся в Якутской городской национальной гимназии, где существует такая кружковая под названием «Кукольная мастерская». Ей руководит учитель неучебной деятельности городской национальной гимназии Айталина Иванова. Айталина, здравствуйте. Расскажите, с чего все началось, когда открылась кукольная мастерская? Кукольная мастерская открылась в этом учебном году. Валентина Семеновна, директор гимназии, в прошлом году меня пригласила руководить этим кружком. И у нее было пожелание, чтобы наши дети занимались творчеством. Я сама родитель этой гимназии. У меня здесь учатся 4 ребенка. Ага, вы пришли сюда по приглашению, да? Да, по приглашению директора. Валентины Семеновны. Здесь занимаются девочки или не только девочки, какие классы? Здесь занимаются с 1 по 7 класс. Не только девочки, у нас еще есть мальчик. Вот, мальчик. Да. Что очень важно, да? Да. Какие техники непосредственно вы здесь обучаете? Каким техникам обучаете детей? Мы здесь учимся создавать куклу, авторскую куклу, которым я сама занимаюсь. И вот сначала дети должны научиться знакомиться с материалом, которым они будут работать. Это пластилин, полимерная глина и ткани, и проволочный каркас. Вот на тело, да. Сначала у нас вот на первой четверти было знакомство с авторской куклой, как видение, а потом вот они знакомились пластилином. Сначала мы работали с детским пластилином, потому что он мягкий, податливый, теплый материал, и делали зарисовки на пластилине. Я могу даже показывать. Здесь у нас есть работы. Вот. Сначала девочки учились делать на альбомном листе фигуры человеческие, потому что кукла это все-таки фигура человека. От этого мы начали заниматься. Потом они работали с пластилином, как пластический материал на плоскости называется. Вот это у меня работа Мичияни Никитиной 2 класса. Это как клеить одежду, да? Да. А потом они уже краили из бумаги и посмотрели, как работает бумага или картон. Если бумага, то она, видите, мягкая, да? Очень мягкая и форму не держит. Вот они изучают свойства материала, какая она должна быть. А вот эта работа Даяны Кузьминой. Например, она сделала на картоне, и сразу видно, что человечек уже может даже ходить, да, и может делать анимацию. Вот так. Может двигать руками и ножками. Вот. Изучать. В преддверии Нового года я предлагаю многим родителям и детям, чтобы они делали пряничные человечки. Эти работы одной из художниц Саратова, Ксении Мингалевой, которую я скачала из интернета. Она сама кукольница. И каждый родитель может, если даже он не рисует, скачать с интернета картинку и может спокойно сделать для себя как кукольную игрушку или для ребенка куклу. В каком варианте? У нас техника наклеивания бархатной бумаги будет сегодня, а так можно сделать ее наклеивание ткани на картоне. Можно так тоже сделать, чтобы ткань все-таки очень теплый, мягкий материал и очень нравится детям на ощущение. Что ж, давайте начнем. Так, вы сначала берете картинку, любую вам понравившуюся картинку. Я взяла прянички и человечки, потому что все-таки Новый год без сладостей не обходится. Конечно. И самым главным на новогоднем столе по традиции у нас бывают пряники красивые и такие марципановые фигурки, да? Всегда бывает такое с глазурью. Поэтому сначала вы берете картон, скачали, распечатали или что-то там нарисовали. Вырезали, да? Да, вырезали. А потом вы берете альбомный лист просто или
картон белый, который продается в магазинах творчества, и сразу ведете контур. Обвожу, да? Обводите контур, ага, спокойненько. Ага. Мгм. С какого возраста такая техника Ну, так применяется? применяется для детей? для детей даже дошкольного возраста. Мгм. Независимо от что это может быть. Сюжетом может быть любая Разные. картинка, да, это может быть Дед Мороз, Снеговик, Снегурочка даже. Более такая легкая приспособлена. Ну, для этой работы я подготовила материалы, например, вот клей нужен обязательно, да? Это канцелярский клей или клей ПВА. Если вы работаете с тканью, то лучше сделать ПВА. А на бумаге лучше вот такие готовые уже мягкие клей. Так, у меня... И даже вот есть клей момент, но это для взрослого человека, потому что он более токсичным запахом, и надо работать с У меня маской. готово. Да. Теперь вы ее начинаете, берете ножницу И вырезаю, да? и вырезаете. Ага. Айталина, ну пока я вырезаю, мы видим, вот у вас на столе стоят куклы. Ага, расскажите о них, что это за куклы. Ну, здесь на стенде стоят мои коллекционные куклы. Они привезенные из разных стран, но Как бы коллекция, да? ага. Ну, чтобы это показать детям, поставила здесь, чтобы показать детям, какие куклы бывают у разных народов. Потому что в моем понимании эта кукла – это язык мира, потому что она является как бы символом детства, да? А каждый взрослый человек всегда был, когда-то был ребенком. В каждой семье есть семья, который вот играл и играет в куклу. И у каждого народа есть своя кукла в своей традиционной одежде. Вот это, например, алтайская кукла, это корейская, Южной Кореи. А это приехала из Саратова. Вот такая красавица, женщина, трудолюбивая. Вот, это калмычка стоит. Вот, а это монголка. Вот наша северная сувенирная кукла. И вот эти глиняные фигурки, сделанные тоже на кружке в городе Вилюйске. Я сама из города Вилюйска. Вот. И это бумажная кукла из папье-маше. А это вот шарнирная кукла, которая сделана на мастер-классе. Это моя одна из первых кукол. Я стала заниматься этим, как сказать, случайно. Я сама работала в Вилюйском педагогическом колледже. И мне вот нравилось заказывать журналы из почты про педагогическую технологию, так как я работала заведующей первой практикой. Но я уже не помню название этого журнала, оно не дошло до меня. Просто-напросто. И я попросила почтальона заменить мне каким-то журналом. Каким-то другим журналом, да. И почтальон говорит, ну там есть один журнал, который уже лежит 2 года. Можно мне ее привезти? Я согласилась, да, конечно. И он приносит, но журнал что-то вот я сегодня не нашла. Называлась «Кукольная история». Ух ты! Там был Этот случай решил вашу судьбу, да, да, можно сказать? я там открыла, узнала там, там было очень хорошо написано про материалы, какие инструменты и мастер-класс. Но я совершенно тогда не поняла про материалы, потому что я была совершенно не знакома с этим искусством. Но мне очень как-то захотелось повторить такую работу, но в своем исполнении, по своему исполнению. Вот. А потом я стала, это было где-то 2007 год, там тогда интернет был совершенно слабенький же, поэтому вот картинки качались очень долго, тем более в Улусе было. И картинку я вот кое-как закачала и увидела там первые вот авторские куклы Натальи Лопусовой-Томской. И вот мне тогда очень понравился этот автор, и я постоянно следила за ее творчеством. Вот.
Ну, потом так вот случилось, что муж согласился во время поездки в Москву выехать в Пермь город, где проходила международная выставка авторских кукол и Тедди, Мишек Тедди. Вот. Очень популярные Да, тогда. да. Популярность у них была высокая тогда в то время. И мы поехали туда на 3 дня, и я увидела эту выставку и прямо окунулась в мир искусства, кукольного искусства. Я вырезала, у меня готово. Дальше что-то. Чтобы картинка была более такой для вас, надо на что-то положить, да, чтобы она была у вас четкой. И теперь сначала мы начнем, наверное, с головы, будете красить голову. До этой точки вы должны нанести этой акриловой краской, но она у меня уже вот готовая краска телесного цвета. Вы окрашиваете голову. Можете, можете так, потому что все равно мы сверху закрасим другим. Да. И она у нас высохнет через 5 минут. Теперь мы это отложим. У нас есть уже готовая выкройка шапочки. Вы берете ножницу и вырезаете шапочку, да, а потом мы сверху наклеим помпон. Ну, для быстроты иногда мастера берут горячий клей. У нас сегодня помимо учащихся, помимо занимающихся в кружке, помощница есть также. Тоже занимается, да? Сандара? Да, Сандара. Это моя старшая дочка. Все, это ваша дочка. Она студентка художественного училища. С этого и надо было начинать. Так, я вырезала шапочку. Да. Потом вы берете тоже бумажку, можно так сказать. Давайте вот это возьмем. Берете вот это и наклеиваете сюда помпон. Сначала вы должны посмотреть, как она у вас должна лечь. Вот смотрите. Вот так вот, да? И клеите помпон. Наоборот же, нет? Наоборот, вот так. Да, вот так. Так, ну, помпон. у нас берет, вы возьмите капельку. 1 капелька достаточно. Так. И все. Шапочка у нас готова. Но и для того, чтобы она чуть-чуть давала белый цвет, можно использовать губку. Очень удобный материал, который в хозяйстве всегда нам помогает. Вот, берете краску чуть-чуть. Сначала вы должны ее проверить на бумаге обязательно, чтобы посмотреть, как она ляжет. Вот так. Берем, интенсивность тоже убираем и накладываете немножко. Вот должны попробовать на другой ткани потом. Вот посмотреть, как она ложится. И потом берете и сюда накладываете. Чтобы чуть-чуть осветлить, дать. Так, вот так, да? Да. Вот слегка. Можно использовать белую краску. Белую краску дайте, пожалуйста. И то же самое, да? Да, и то же самое. Сначала накладываете на ткань, потому что вы должны проверить, как она ляжет на ткань. Берете вот любой кусочек, который остался. И вот. Примерно так. Да, чтобы был эффект сахарной пудры. Ну, для искусственного снега вы можете попользоваться, вот взять акриловую краску, гуашь, да, добавить в ней клей ПВА, 1 чайную ложку, и чуть-чуть добавить манки тоже. 1 к 1 все делается. И у вас будут такие крепления с белым налетом тогда. Очень такие хорошие крепления. Так, все. Лицо у нас, наверное, подсохло, да? Да, подсыхает уже. Вот смотрите. Немножко потрогайте. Теперь берете линейку. Чувствую себя на уроке. Прямо. Берем линейку. Так. И находите центр лица. Ставите незаметную точечку, где будет у нас носик. Вот чуть-чуть снизу. Давайте возьмем. Вот так. Примерно вот так. Все. Потом нарисуйте носик.
Как здесь, да? Да, как здесь. Это очень... Вот так, ага. Ага. Дальше глаза. Получается, у нас глаза лежат вот здесь. Где моя линейка? Вот здесь. Вот так. А что я делаю? Ставлю точки. Ставите точки. Так, так, Мгм. так. Мгм. Там, где я поставила точки, это зрачки, да? Да, ага. Как-то я Вот очень так. Ага. И вот так все. И с другой стороны. волнуюсь. Вот. Так. Берите. Пусть будут синие глазки. Так, просто обвожу, да? Закрашиваю. Да, да, да. Чуть-чуть. Здесь надо делать черный зрачок. Так. И ставите блик глаз. Блик. Ага, все. Одну точку. Здесь тоже пробуете. Ставите, ага, да. Вот так, все. Одну точку ставите. Здесь? Да, да, да. Ага. Ставили и здесь посередине. А ваши куклы из чего, из какого материала? Как они создаются? Мои куклы из полимерной глины называется ладо. Она самоотвердевающая. Вот материал. Мне очень это нравится. Есть такая еще глина, которая вот варится в духовке. А мне вот нравится то, что самое, потому что практически у меня вот до этого художественного образования не было, поэтому мне вот всегда приходилось что-то подтачивать, шкурить и прибавлять, убавлять и так далее. Вот эта кукла называется Алтана. Алтан Тас, как первое золото. Ага. Мне вот нравится работать фантазийными образами. Вот здесь у меня вот образы снега стоят. И еще на выставке еще зима начинается. А сколько у вас всего кукол насчитывается? Ну, где-то 10, наверное, 10. И они дома тоже у вас стоят? Да, стоят, ага. Ага. А чем вы вдохновляетесь? Но это случайность. Бывает случайно, потому что каждая кукла приходит по-своему. Вот, например, образы снега, их 5 было. Одну оставили в благотворительности в Москве, где я участвовала на выставке салона кукол. Вот. Проезжая автобусом, шел снег, такой белыми пушистыми хлопьями. И они вот прямо все четвером зашли так образом. Я их увидела, приехала домой сразу, сделала зарисовку, да, на бумаге, а потом уже начала делать. Невероятно. И вот это тоже бархат, вот коричневый бархат мне такой напомнил образ древнего золота, и поэтому я вот сделала на этом исполнении такую куклу. Но помимо кукол, мы видим также и животных, да, здесь? Ну это папье-маше, это жженая бумага на клее. Вот, папье-маше мне вот нравится. Также. Также вот, ага. И вот, конечно, лошадки. Это символ нашего якутских лошадок сделала. Бык. Да, бык. Холода. Это в прошлом году холода сделала. Вот. И вот, так сказать, ну, как творчество муза придет, так и делаем. Вот, меня поддерживает моя семья, родители. Вот. Так сказать, если творчество заходит, то иногда даже борщ не готовится. Да, маму не трогать. Да, маму не трогать. А в детстве вы росли творческим ребенком? Нет. Творчество догнало меня, так сказать, более таком взрослом. Зрелом. Да? Ну, особо это посодействовало, наверное, в периоды декретной жизни. Видите, как все может поменяться. Да? А сама начинала с конфетных букетов. Ага. Делала конфетные букеты и во время декрета участвовала на ярмарках творчества и продавала эти букеты. А сейчас у вас много каких-то заслуг, наград? Ну я отличник образования Республики Саха-Якутия. Вот, и обладатель золотой медали академика Геннадия Никоноровича Волкова. Так как я занимаюсь общественной работой Ассоциации народной педагогики. Вот, я выпустила книгу про академика и являюсь координатором всероссийских
энергетических чтений имени Волкова. Мгм. А с куклами вы также, я знаю, участвуете в выставках? Да, я позапрошлом году участвовала в Москве в салоне кукол по приглашению президента Печенниковой. И вот участвую в республиканских выставках регулярно. Мгм. Я вот являюсь членом Творческого союза кукольников Якутии. У нас человечек без ушей получился, да? Ну ничего. Ну ничего, можно дорисовать всегда. Мгм. Так, марципаны мы клеим Вот сюда, здесь, да? ага, вот здесь. Мгм. Как оно? Тоже таким клеем. Да, можно так. Ага. Вот. Насколько сегодня дети творческие? Вы Ну, у как? меня тут вот, я сегодня Бог пригласила Арину, Кристину и Лику. Кристина уже с октября месяца начала, и она уже создала свою композицию «Разговор со снеговиком», и эта работа уже участвует на Кристина выставке. у нас? Вот, Кристина, помаши. Кристина. Ага. Участвует Уже на выставке. Да, зима Ага. начинается в Якутии. Мгм. Вот Арина у меня вот уже занимается где-то 2 недели. Вот, пришла вместе с Кристиной. И Лика. Лика у меня художница, любит рисовать. Вот, она сразу показала свои такие способности хорошие. Да, смотрите, какая красота там Да. у неё, да? Получается. Ну, творческий человек является таким самостоятельной личностью вообще сама, с детства, так сказать. И они сами уже как бы выражаются. Вот очень творческие ребята, вот дашь задание, они сразу понимают и схватывают на лету и сразу начинают делать сами. Работают самостоятельно, девочки вообще большие молодцы. А так у меня занимается, записалась на кружок 25 детей. И регулярно тут у нас вторник, среда, четверг идут занятия. С утра у кого какая смена в школе. С 1 класса по 7 класс. Вот. Некоторые ребята занимаются по 30, по часу, а вот Кристина всегда занимается где-то 2 часа. И закончила работу, даже на выставку успела сделать. Остается дольше всех, да? Да. Ага, что ж, человечек у нас Получился. получился, Теперь да? берем контур и делаем глазурь, как на картинке, уже самостоятельно. Ага. Самостоятельная работа. Вот здесь можете накладывать здесь. Вот. Так, да? Да, так. Вообще творчество это очень интересная деятельность. Особенно сейчас такой период, волшебный, загадочный Новый год. И каждый может уже заниматься со семьей. Да. Отец, бабушки, дедушки могут заниматься. С ребенком, да. Приближать новогоднее настроение. Да, и как-то. можно даже вот испечь такой человечек из пряника. Сейчас такие материалы в магазинах очень даже достаточно. Можете здесь вот маленькие шарики поставить, да. Так, да. Так. В магазинах? Вот материалы творчества Да, предоставлены. все для творчества у нас доступно, доступно. да, продается. Продается. В принципе, не так дорого, да? И многодетным вот даже делают очень даже хорошие скидки Скидки. имеются, да, для студентов тоже имеются скидки. Творческая деятельность скоро, наверное, сейчас очень много, современная техника очень быстро развивается, и все говорят, что, наверное, творческая деятельность намного будет, вот здесь можете вот пуговицы нарисовать, да. Вот. И пуговицы посередке вот здесь ставить, вот. А вместо обуви можете вот наклеить сверху зеленую. Ой. Вот так вот. Наклеить. И тоже сверху контуром обрисовать линии, носочки. Вот так. Ага. В принципе, в целом человечек наш готов, можно сказать, да?
А можно дорисовать ему уши, конечно. Ага. Ну, я думаю, получилось неплохо. Айталина, спасибо вам большое, что так развлекли нас, да, помогли, рассказали много интересного. Мы очень хорошо, я думаю, провела время. Как уже сказала, почувствовала себя действительно школьницей на кружке. Было очень интересно, увлекательно и как-то даже вспомнилось детство немножко, да. Айталина, спасибо вам еще раз, с наступающим вас Новым годом. Я желаю вам дальнейших творческих успехов, успехов в вашей деятельности профессиональной. Очень было приятно с вами познакомиться и пообщаться. Спасибо. Что ж, а на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках нашей программы. Всего доброго!